Читаем парламентскую газету под номером 38 от 19 октября 2017 года. Статья «Почему на физкультуре гибнут дети». В прошлом учебном году на уроках физкультуры погибли 211 российских школьников, сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева на заседании Совета Федерации 9 октября. Министр считает, что всему виной отсутствие в школах достоверных сведений о состоянии здоровья воспитанников. Сейчас детям во время диспансеризации присваивается одна из 5 групп здоровья, где первая группа означает детей и подростков, не имеющих проблем со здоровьем, а 5-я группа включает детей, страдающих хроническими заболеваниями, требующими постоянного лечения. Однако точными данными о конкретных заболеваниях школы не располагают. Поликлиники не имеют права передавать такую информацию учебным заведениям по закону о защите персональных данных. Родители же предпочитают не делиться сведениями о болезнях ребенка по личным причинам. Чаще всего из страха, что это приведет к насмешкам и издевательствам со стороны сверстников или, что хуже, учителей. Персональная защита данных к чему привела? У нас нет медицинских карт, мы не знаем, чем болен ребенок, посетовала министр образования Ольга Васильева, выступая перед сенаторами. По ее словам, министерство договорилось с медиками о том, что не будут сообщать школам исчерпывающие данные о здоровье своих пациентов. Это позволит дифференцировать нагрузку на учащихся и информировать каждого учителя, с каким именно диагнозом у ребенка он имеет дело. Такая инициатива получила одобрение и поддержку со стороны общественных организаций. Родителей тоже нужно убеждать в том, что в тех случаях, когда ребенок имеет неидеальное здоровье, они должны добровольно сообщать эту информацию, считает председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Конечно, у нас есть закон о защите персональных данных, и не хотелось бы вызывать дополнительное социальное напряжение, но из двух зол нужно выбирать меньшее. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ужаснувшись печальной статистике, высказала мнение о том, что детская смертность вызвана отсутствием тесной связи учителей с учениками и их родителями. Каждый ребенок особенный, и учитель физкультуры обязан знать о состоянии здоровья каждого ученика, сказала спикер Палаты парламентской газете. Но у учителей нет времени, они заняты ненужной бумажной работой, какой-то отчетностью. У них мало времени остается на беседу с ребенком или личную встречу с родителями. Еще одна причина несчастья – нехватка медиков в детских образовательных учреждениях. В результате реформ по ведомствам Минздрава и Минобрнауки врачи работают в школах и детсадах не постоянно, а всего 2-3 дня в неделю, и далеко не всегда это полный рабочий день. Корень проблемы состоит в том, что межведомственная тяжба между Минздравом и Минобрнауки по поводу того, где же быть врачам в школьных кабинетах в этой системе, кончилась тем, что в современных школах есть прекрасно оборудованные медицинские кабинеты, но нет главного, нет врачей, медицинских работников. Поделился с журналистами своей оценкой первый зампредседателя Думского комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Российской Федерации Геннадий Онищенко. Статью подготовил Фидель Агумава. Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.